Воскресенье, 1 марта 2026 года. Варшава, 15 часов 23 минуты центральноевропейского времени. В общем-то, достаточно экстренный выпуск. Как вы знаете, вчера был ликвидирован в результате атаки ракетно-бомбового применения со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Был уничтожен лидер Ирана Аятолла Хаменеи. Не надо его путать с самым первым аятоллой. Это другой. И, в общем, там сложная система. Поубивали там представителей КСИР, представителей армии. Всякие теории заговора идут по поводу того, что убили всех тех, кто, был причастен к вот этой израильско-иранской войне, которые там запускали, баллистические ракеты, держали, так скажем, палец на кнопке, да? И смотрите, какая реакция, да, тишина, вот эти вот все помойки, путинские, все эти левацкие помойки европейские, они все притаились, молчат, то есть тишина такая, то есть еще не разработали прогон, еще не разработали единую позицию, все боятся, какие-то там самые бешеные крайне левые леваки уже выбежали, там махают иранскими флагами, в США, в других странах, но в основном иранцы, особенно те иранцы, которые после вот этой исламской революции убежали, лишившись всего, дворяне бывшие, они, конечно, приветствуют своего лидера Резу Пехлеви, это сын того, Шахиншаха, который, обанкротил фактически страну, и, в общем-то, смешная там ситуация была о том, что, вот опять же эти леваки всякие, там не обязательно коммунистки они были, вот что-то типа за права женщин, там вот это вот политическая нация 5-10. И вот эти тетки, слились в едином союзе с исламистами против, тирана, узурпатора, вот этого Шахиншаха. А потом, это привело к тому, что, устроили геноцид тотальный собственного народа, репрессии, суды были по 20-30 минут, тут же расстрел в могилу. И вот в состоянии страха иранский народ, он живет огромное количество времени, вот сколько, с 79 года, вот посчитайте, 21, до, уже больше 46 лет. И единственное, что, конечно, такие режимы, они не учитывают рождаемость. Вот последние, буквально, я не знаю сколько, месяц-два назад, были акции мощные, 45 тысяч человек было убито. И сейчас тоже вот не видно о том, что народ идет и захватывает власть, потому что, лидеры убиты, какие-то главные генералы, и у меня создается впечатление о том, что это такая же ситуация, как с Венесуэлой. То есть после вот этих массовых протестов, безусловно, появились определенные вопросы у той элиты, которая сейчас при власти находится, о том, что туда ли мы вообще идем. И я так думаю, что появились люди, которые сказали, что Хаменеи старый интеллектуал из тех времен, когда нужно марку держать, лицо, нельзя перед народом извиняться, нельзя выйти поклониться, извиниться и так далее. То есть сторонники жесткой, так скажем, позиции. И вот у меня такое смутное предположение о том, что они сказали, что они же сами не уйдут, но мы можем сделать так, чтобы их ушли. И в конечном итоге я более чем уверен, что сигналы дали в определенные структуры, в Моссад, и поехали, в Доху, в Катар, в другие страны о том, что мы готовы, в общем-то, либерализировать вот этот режим, да, в обмен на, снятие санкций, на нефть, в обмен на продовольствие, в обмен на то, что наши элиты, начнут выводить капиталы из Ирана, куда-то
в шиитские страны, значит, в Китае, там, Соединенные Штаты Америки и так далее. Но мы готовы вам вот этого старого ненормального психа принести, значит, на блюдечке, так скажем. И вполне возможно, что так и получилось, о том, что вот он сидел до какого-то времени в бункере, видимо, вот эти 2 или 3 месяца. Видимо, пустили слух американская разведка там в Иране, что типа Трамп блефует, там ничего не будет, никакие ракеты не прилетят. Израиль тоже вроде как успокоился. Ну и вот он выполз, значит, со своего бункера где-то, ну, чего-то там навестить, кому-то в дом его разместили. И понятно, что эта информация, она, я думаю, что из нескольких источников пришла. Это не так, что там его кто-то слил из своих же. Я более чем уверен, что это и искусственный интеллект, да, анализ вот этих, значит, снимков со стороны спутников, это анализ телефонных разговоров, анализ вот точки передвижения различного рода девайсов и так далее. То есть фактически сейчас, ну, такие технологии, что тебя вот до миллиметра могут выследить из космоса, навести камеру, значит, навести лазер на окошко и прослушивать в режиме реального времени, что ты там говоришь. И это не составляет, в общем-то, труда. Другое дело, что никто этим заниматься не будет. Вы не подумайте, что там за каким-то баиркой кто-то там будет следить, потому что у нас есть такие психи, которые вот за мной там следят, там какие-то люди мне там пишут регулярно, что помогите, за мной они следят, они меня сейчас цапают, еще там что-то. Ну, это просто сезонное, так скажем, шизофреников достаточно хватает. Люди, может быть, и политически активные, но сразу, очевидно, бросается в глаза, что многие люди, вот они, ну, немножко больные, которым, ну, по-хорошему надо в дурке регулярно лежать, и, в общем-то, их там подлечивают, ничего страшного в этом нет. И вот касаемо этого Хаминьи и всех остальных, значит, генералов, ну, генералы, понятно, они должны умирать, они, в общем-то, к этому... Ну, а я более чем уверен, что если там прилетела ракета американская, то там они даже и, как бы, и понять-то не успели, что их забушлатили. Другое дело, что, заметьте, это уже второй раз, когда американцы бомбят, да, то есть они уничтожили ядерные объекты, и мотивировка, значит, перед этим все просто забыли, все на Мадуру переключились. Но вы вспомните, что КСИР признали террористической организацией. Я не знаю, давно ли, но вот такая информация проскакивала, но на нее особое внимание не обращали. О чем это речь идет? О том, что нашли в Иране таких людей, которые сказали, да, вот вы нам помогите этого Хаминею убрать, он как символ, да, как вот такой надстройка, так скажем, да, в вершине сидит. А со всеми остальными мы так или иначе разберемся. То есть там гражданская власть, армия придет к власти, да. И нужно понимать, что КСИР это как вот такая организация, которая, в общем-то, как ГПУ в самом начале, да, вот это вот стражники революции, как будто бы, да, то есть вот они всякие методы террористические, вот эти ТРЭС-1, ТРЭС-2, различного рода другие операции, там, использование там этих левых, правых эсеров, значит, в своих, значит, агентурных сетях там и так далее. То есть у них вот эта система, она вся выстроена, и она вся вот базируется на вот этой системе КСИР. И в принципе, они настолько окуклились там, ну, за счет того, что, естественно, у них гораздо больше привилегий, чем у любого, так скажем, обыкновенного военного, обыкновенного там иранского мента. И то же самое сейчас в Рашке происходит, что такое окукливание, да, то есть сразу эту опухоль можно очень легонечко вырезать. И я так подозреваю, что американцы, вот они говорят так, что у вас больше козырей нет в рукаве, мы уничтожили ваши ядерные объекты, ничего вы там не создадите, никакую критическую массу там урана, плутона и так далее вы не соберете. Да, у вас есть баллистические ракеты, но баллистическая ракета, что это в сегодняшнем мире? То есть фактически палестинцы те же, они там, значит, те же тапки из этого, из Йемена, да, у них тоже там привозят им эту ракету, они ее бах запускают, там она что-то летит, там в космос заходят. То есть с теоретической точки зрения и буряты, в принципе, сейчас вот
могут собраться и в течение там 3-4 месяцев какой-то прототип баллистической ракеты сделать. Вот, дайте задание, дайте бабки, значит, умельцам из Бурятского научного центра, из, значит, Института физического материаловедения, да, будет бабки, ну и построят там что-то, что может летать, в общем. В этом отношении проблем никаких нет, там сейчас тем более с учетом того, что достаточно большое количество вот этой микроэлектроники, микро вот этих двигателей, которые там, в общем-то, удешевляют процесс. И Илон Маск это доказал, в общем-то, запустив вот эти свои ракеты, которые возвращаются. То есть, собственно говоря, почему раньше-то этим не занимались? Потому что космос мирный, так называемый, это та же самая баллистическая ракета военная, только цель-то у нее в один же конец лететь. И зачем там что-то, какую-то ступень, там что-то возвращать, садить ее, мучиться еще, там, значит, какую-то сверхэлектронику применять и так далее. Тем более раньше все там на лампах, на проводах было. Это было сложно. А когда техническая возможность подошла делать такие ракеты, вот, пожалуйста, Маск на этом сыграл. В общем-то, это, ну, предугадано было еще давным-давно, в 60-е годы, что такое будет, когда вот ракета станет абсолютно мирной. И понятно, что сейчас вот эти голоса там критиков Трампа, что Трамп там, значит, такой-сякой, видите, то есть исключили огромное количество вот этого всякого мусора, да, типа Мадуры, сейчас Хамини исключили, да, этого исключили там еще, значит, главу Талибана. По миру, значит, вот этих всех представителей, значит, всяких наркокартелей, мошенников, вот этих всяких разных, тоже исключают. Сколько там сейчас вот политиков там европейских готовы перевеситься из-за того, что просто опубликовали архив одного мошенника, инфо-цыганина, ну и, значит, любителя буз, любителя бурятских дамплингс, как это там было написано, короче, любителя, значит, вот этих худых девочкоподобных женщин, типа, значит, Ренбо, которая там, значит, засветилась с 1400, значит, этими публикациями в этом архиве. Ну вот, Трамп все верно, все правильно делал. И все его критики сейчас сидят, молчат, помалкивают и так далее. Почему? Потому что, помните, он же говорил, что вот надо эту войну прекратить. Я исхожу из миротворческих позиций там и так далее. Войну в Украине, я имею в виду. Что Путин ее затеял там и так далее. Мы там даем ему возможность, значит, там, выговориться, высказаться, там, хотелки свои дать и так далее. И мы готовы его выслушать. И это почему-то воспринималось всеми вот этими критиканами, этими, значит, троллями, различного рода экспертами, которые на ресурсах демократической партии сидели, да, которые регулярно его там в своих стримах поливают и все прочее, в том числе на русском языке. Это воспринималось то, как будто бы он чуть ли не в десна собирается с Путиным. Не, ну это же нам, вот живущим в Бурятии, это абсолютно понятно. Что Трамп говорит, так, ну давай-ка подползай сюда. Я понимаю, что ты тавгай, что ты там крутой чувак, у тебя там вот, в общем, ты там хвалишься, ходишь, там воздух не выпускаешь. Но, в общем, прогон-то мировой такой, что все тебя не любят, короче. Но мы пока не можем найти, так скажем, подхода, да, для того, чтобы, ну, тебя просто, значит, хуем тебе, как говорится, по губам провести, и так, чтобы это, ну, мы приличными людьми остались, да, ну, и тебе дать возможность там либо удавиться, либо, короче, в петушиный угол убежать самому. Чтобы мы, ну, вот эти процедуры всякие не делали, короче, Вова, ты давай там что-то предпринимай. А Вова-то, ну, он же понимает, что раз только он начнет там что-то говорить, что да, вот, да надо, там перед своими силовиками, а те скажут, да, так ты же нас куда гнал-то, короче. Мы же из-за тебя там пострадали. Сейчас наших генералов там отстреливают, короче. Все в черных списках там, значит, раньше-то они катались там по Европам, по всяким этим, там покупали духи Живенши, там еще там всякое такое, да, то есть эти всякие военные-то эти старше полковника, короче, бизнесы делали там, короче, имущество у них подзаморозили за рубежом, да.
И довольно сложно им вот из этой позиции. Конечно, там вот сейчас эксперты появились, что да, вот сейчас после Хаминеи есть вариант такой о том, что Путина могут удавить, вот эта операция Табакерка. Ну, для тех, кто историю плохо знает, что вот был такой император Павел Первый. Ну, он немножко, видимо, аутист был. Может быть, ну, знаете, какое-то вот такое расстройство было, он там хотел воевать, поход в Индию делать, англичан выбивать, там, значит, много там каких-то проектов у него таких чудных было. Но основной проект, который он, видимо, затевал, это был проект его отца, который бы, значит, убирал от дворян вот эту систему купли-продажи рабов фактически, вот этих русских рабов, да, которые вот, значит, вот это соборное там или какое-то там уложение, которое вот они все, значит, закрепощало все сословия, так скажем, да. И, видимо, Павел Первый готовил некоторую реформу, которая, ну, вот, так или иначе, значит, копировала, возможно, какие-то гражданские преобразования во Франции. И естественно, что это било по карману вот этих всех дворян, и они вот решили, ну а давайте-ка мы этого Павла, короче, дурачка, что сейчас с Бонапартом будет, в десна долбиться, а мы его давайте-ка там придушим, короче, и дурачка Свистуна, его, значит, сынка поставим императором. Ну, это вот последний дворцовый переворот был, и, в общем, когда его поймали, говорят, ну, а что сделаешь-то, они же, вот, они росли в таких условиях, что их одевали даже, то есть он одеваться не умел. Естественно, его с теплой кровати подняли, ну, и надо было решать, что делать, короче, ну, и какой-то пьяный там, значит, дворянин взял его табакеркой, ударил. Ну, говорят, что в шарф сунул табакерку, короче, и сверху вот так ударил. И с тех пор повелось про государей говорить о том, что вариант с табакеркой, о том, что вот местная дворцовая стража, местная гвардия, значит, да, вот они Путина примут под белые ручки, короче, удавят. Такую же вот историю рассказывали про, значит, Берию с Молотовым там или с Микояном или что. В общем, после того, как инсульт случился у Сталина, они ему, значит, по голове били мешочками с песком. Ну, это такая вот история о том, чтобы он помер, короче, чтобы там не стал инвалидом там и так далее. В общем, довели его до смерти. Ну, это вот такие русские истории, русские сказки, короче, про своих этих лидеров и так далее. Но я вот считаю, что вот этим друзьям, короче, которые могут что-то сделать, нужно обратиться к вот тому же опыту, как Навального травили. Вот если бы петин синтезирован, я более чем уверен, что в достаточно большом количестве, короче, кольнуть старого или в виде масла, эссенции какой-то, там, прыснуть на него, короче. Там микрограммовая 10 минус 6 грамма получается концентрация на килограмм веса. Ну, Путин может 70-80 килограммов весить. То есть поймите это. То есть там 80 микрограмм, да даже это, ну, да даже меньше, чем миллиграмма этого яда достаточно, чтобы Путина отправить на тот свет. Вместе с Кабаевой, вместе там со всеми вот этими прихвостнями там и так далее. Потому что только так должно быть. Врачки не поймут, что если просто Путин крякнул, короче, а еще кто-то не крякнет вместе с ним. Это очевидно. И, но, опять же, я считаю, что это такой уход от реальности, потому что все-таки нанесение ракетно-бомбового удара, в том числе гиперзвуковым оружием со стороны США, вот тогда в Гренландия всплывает. Зачем Гренландия? Через Гренландию вот эти баллистические ракеты на Вашингтон летят, на Нью-Йорк. Русские и китайские. И вот в этом фишка-то в том, что сейчас видите, непонятно, что там с этой историей, да? Но я так подозреваю, что Дания, конечно, заднюю даст. Понятно, что не продаст. Это так был вброс, так, чтобы пошуметь. Потому что, ну, я читал там, значит, аналитиков о том, что Трамп на самом деле, говорит, шумел по поводу Гренландии. Это из-за того, что не все страны согласились, да, приняли законы по поводу того, что 5% от своего ВВП будут направлять, европейские именно,
Но до этого же тоже приходилось, для того, чтобы выбить из них, приходилось угрожать вывести американские войска, которые в Европе стоят, значит, снизить поддержку различного рода вот этих всяких программ по линии НАТО и так далее. И в этом отношении, ну, те страны, которые действительно знают, что от русских ждать, такие как Литва, такие как Эстония, Латвия, такие как, значит, Польша, они четко они сказали, что, ну, и если вы там собираетесь выводить войска, да мы эти войска из Германии у себя примем. И, в общем-то, и немцы тоже согласились разместить, я так понимаю, что целая бригада, она где-то там на границе в Сувалском перешейке или еще где-то находится. Ну, это, в общем, не этот стрим, не для этого я здесь говорю, а тому, что вот какая дальше будет ситуация по бурятам, для бурят. Да, в общем-то, никакой там сейчас, конечно, там куча всего за этот вечер я прочитал, что там, значит, это вот удар по Хамини, это потому что вот они не хотят там этот путь сухопутный в Китай строить, потому что вот была там чуть ли не с 2007 года договоренность о том, что будет железная дорога из Китая напрямую через Афганистан, Таджикистан, через 5 наций проходить, значит, и при том, что китайцы там, я не знаю, тысячи километров высокоскоростных железных дорог в год строят, да, для них это вообще в принципе не проблема туда просто загнать, зайти в Китай, зайти в Афганистан, зайти в тот же Таджикистан и так далее, и просто там эту дорогу построить. Я более чем уверен, что с финансовой точки зрения это абсолютно, значит, осуществимая задача. Другое дело, что ну, железная дорога, ну сколько можно перевести по ней. Да? Ну, это небольшое количество относительно того, что можно закинуть в один, значит, вот этот контейнеровоз, да, и отправить через Армузский и Малакский пролив, да. Просто это не те объемы, то есть это железная дорога, это все чушь, что вот сейчас это американцы там что-то там геостратегически, геополитически там вот прекратили этот проект, хотя они сами, в общем-то, хотели в нем участвовать, потому что они, в общем-то, из Афганистана вышли в каком-то при Бараке Обаме, а это еще проект 2007 года. То есть, когда было возможно взаимодействие, какие-то что-то там построить, там какие-то инвестиции, или Китай, например, подвести под то, чтобы он в том числе участвовал в восстановлении, значит, Афганистана, но пришли к тому, что людишки такие, ну, хреновые, короче, из каменного века, там живут своими традициями, эти традиции никак не поменять, там вот этими всякими ДИ, там, чувствами, еще там чем-то и так далее. И в итоге решили, ай, ну и нахрен этот Афганистан обратно талибам вернем, короче, и пускай талибы сами там решают, как афганцам жить. Ну, понятно, что своих там, значит, тех, которые работали на американцев, они там повывозили, и в Европу в том числе, и в Соединенные Штаты, но, конечно, не все там адаптировались, потому что, ну, все равно традиции, английский язык он выучил, а быть умные книжки читать не выучил. И в этом-то как раз проблема глобального юга в том, что они плодятся хорошо, размножаются хорошо, но живут хреново, короче. А хреново живут почему? Потому что мало использовать вот эти индустриальные западные технологии, да, для того, чтобы там себя содержать. Нужно еще и права давать. Права. А прав не хотят давать. То есть, вот, например, тот же Иран, почему у него ВВП низкий? Да у них женщины толком не работают. Они не зарабатывают, они главами семей не могут быть. То есть экономика чисто построена на то, что мужик потребляет, значит, содержит семью и так далее. Вот американцы же, они тоже долго же не давали женщинам, значит, работать. Впервые это, возможно, стало только во время Второй мировой войны, когда вот нужны были, то есть нужно было производить там суда, танки, значит, еще что-то, а рук рабочих не хватало, потому что все побежали воевать, да. Ну, во-первых, и престижно, и мужик должен воевать, да, естественно. И вот тогда женщина американская, она вот в профессию работяги, то есть на мужские должности, она пришла, и они сказали вот, в интервью этих женщин, которые, значит,
ощутили себя, в общем-то, и главами семьи, начали деньги зарабатывать, да. То есть, вы представляете, ну, не было возможности зарабатывать деньги. То есть, она должна была зависеть от мужика. Понятно, что у них ориентация такая, стать хорошими женами, там, значит, каким-то, может быть, сельским хозяйством заниматься и так далее. А тут есть возможность жить в городе, получать бабки, тратить деньги на что хочет, самостоятельно жить. И, конечно, там потреблять самое главное. То естественно, что общее благосостояние американцев, благодаря в том числе тому, что они включили женщин в этот процесс потребления, он усилился. И жить они, вот эти, особенно 50-е, 60-е, 70-е годы, американцы богаче, чем кто-либо жил. И сейчас даже американцы живут, наверное, хуже, чем вот в те годы американцы жили. И вот этот глобальный юг, вот эти вот все страны, значит, с большим великим размножением и так далее, они вот этого не понимают. И, конечно, естественно, это так или иначе приходит через Твиттер, через, значит, ТикТок и так далее. То есть там женщины же тоже в большом количестве, они же пошли под пули, короче. Я вот сейчас представляю, какие-нибудь бурятки там под пули бы пошли и так далее. Ну, просто это невозможно, хотя буряты не относятся вот, так к странам глобального юга. Но, с другой стороны, если бы у нас была фертильность высокая, там 7-8 детей, например, на бурятку, то кто его знает, может быть, там и бросились бы какие-нибудь бурятские женщины там во главе с карлицей там на русский ОМОН там или еще что-то в этом роде. Ну, пока вот видите, по бурятам понятно, что сказать ничего не могу толком. Выиграет ли Бурятия от того, что от Енисея до Амура, от того, что сейчас Хаменеи грохнули, вот определенно нет. Но косвенно это приведет к тому, что Путин начнет бояться. Косвенно это приведет к тому, что они вынуждены будут милитаризироваться. И уже сейчас вот эти подходы идут, что людишек не хватает. Начали, значит, молодежь дергать из ПТУ. Начали, значит, какие-то дополнительные, то есть методы вот этого уже принудительного, так скажем, призыва и набора. Но почему они его до этого не делали? Хотя вот возможность была числом задавить, значит, вонюшками там набрать 3 или 4 миллиона, а экономика не позволяла. То есть я смотрел вот это интервью Коха с Дудем, да, и вот он говорит, так это же вот региональная война на уровне там, значит, вьетнамской войны. Вьетнамская, как вьетнамская война, с одной стороны 300 тысяч, с другой стороны 300 тысяч на линии соприкосновения. Ну, что-то там бомбят. Ну, Кох-то он не военный специалист, а все-таки у американцев и сколько они там бомб. Они только за пару лет или за один год сбросили бомб больше, чем вообще, в принципе, во Вторую мировую войну. То есть там конфликт был ужасный на самом деле. У американцев и со стороны Южного Вьетнама там все проблем с самолетами не было. С тем, что они бы там летали, бомбили там, и поэтому и жертвы такие большие с северо-вьетнамской стороны, больше нескольких миллионов солдат, призывников и так далее. Но там была национально-освободительная война, то есть коммуняки купили, значит, вьетнамцев, которые с какого, если я не ошибаюсь, 1905 года, однако, во Вьетнаме шла национально-освободительная борьба против французских оккупантов. И она продолжилась фактически. То есть вот американцы в этом отношении, конечно, просчитались, но тем не менее, значит, это позволило, в общем-то, сейчас Вьетнаму, в общем-то, на неплохих позициях, значит, с американцами держаться, потому что в свое время после этой войны на них Китай напал. И им пришлось даже коммунистическому Вьетнаму сближаться с американцами к точке соприкосновения. И вот последние, если я не ошибаюсь, там 10 лет вот приходят там даже сообщения о том, что коммунистический как будто бы Вьетнам, он все равно начал закупать даже американское оружие, потому что, ну, как бы опасаются того, что, значит, там вот этот Китай Си Цзиньпиня там может какие для безопасности своих там южных границ или там в реваншистских каких-то целях, значит, может на Вьетнам напасть. И сейчас фактически такая разрядка произошла, потому что суть до дела, там начнутся выборы, перевыборы, непонятно кто придет, а если даже кто придет, мы опять еще раз
Еще раз они там начнут баллистическими ракетами кидаться, спонсировать всяких хуситов, там, бомбы какие-нибудь взрывать, алавитов там поддерживать и так далее. А мы на них еще раз бросим. Тем более, я так понимаю, что в Америке это все с производством оружия, это все отлично, все, в общем-то, ракеты-то делаются, они, да, они там, как эти русские, там всякие аналитики, хорошие русские, они говорят, ой, дорого стоит. Я говорю, Америка возьмет долг у себя же, короче, еще этих там миллион ракет настроят, короче, и напечатает на этот же долг денег, долларов. Я говорю, проблем нет, у них есть, как Илон Маск там же секретные компьютеры нашел, которые деньги просто генерировали, короче. То есть там какие-то чеки там, значит, чек подносишь к этому компьютеру, считываешь, этот компьютер раз, там, 500 тысяч долларов дает, там, еще там что-то. А он говорит, а что за компьютер? Ну, это вот такой вот волшебный компьютер в американской системе, да, который, ну, просто генерирует деньги, и хоть, ну, понятно, что его, это не такой компьютер, который там хочет триллион там долларов, короче, напечатать. Нет, определенное количество, безусловно, это все потом там какие-то макроэкономические показатели залезает, но тем не менее это показывает о том, что американцам проблем нет. Значит, с напечатанием валюты, и при том, что, ну, столько долларов за вот эти последние 20 лет, да, ну, мы видим, покупательная способность доллара, она ничуть не упала. Сейчас, конечно, вот правда в Европе я смотрю о том, что, допустим, когда я заехал в 2021 году, доллар стоил там почти 4 10 или 4,15 злотого, то сейчас он стоит там на 60 грошей дешевле. То есть это, ну, просто доллар действительно упал относительно местных валют и относительно евро, это очевидно. Но это все равно идет в плюс экономики американской. Сейчас Америка обладает, значит, фактически венесуэльской нефтью. Те китайские проекты, которые были направлены на то, чтобы там построить обходной канал через Колумбию, значит, они, скорее всего, не реализуются, потому что, а зачем строить, когда есть Панамский канал, да, а во-вторых, что возить-то? Ну, такого объема просто нету. Значит, Япония активно сейчас, скорее всего, скоро будет изменение Конституции. Вот эту, значит, Дегути, которую избрали, значит, если я не ошибаюсь, у нее так фамилия, значит, премьер-министром, тетка конкретная. Значит, вполне возможно, что сейчас будут снова, значит, возвращена, значит, армия японская, не силы самообороны, а именно армия. И вот тот демографический кризис, который якобы в Японии был, я вот сейчас смотрю вот эти показатели-то, гляжу, а оказывается ничего подобного. То есть в Японии это была, по-видимому, стабильная рождаемость, начиная там с 60-х, 70-х годов. И были какие-то, видимо, статистические погрешности или изменения, потому что часто вот данные сравнивают, и оказывается, что тот же Гонконг, материковый Китай, рождаемость на одну женщину на материковом Китае 0,95, а в Гонконге 0,50. То есть китайцы-то на самом деле начинают вымирать как будто бы даже большими темпами, чем японцы. А японцы, ну, они как бы стабильно меньше 2, понятно, там, но дольше жить стали люди. Дольше жить, дольше работать, естественно, и полно там видео различных, где там старики там за 90, за 100 лет работают в Японии, то есть там какой-то продукт создается, что-то делается, что-то крутится. И когда, естественно, вот эта масса вот этих всяких стареющих хикокомори, я читал такую статью, потому что сейчас проблема будет, говорит там, порядка 3 или 4 миллионов там хикокомори, значит, в Японии, и у них родители уже стареют, они их не могут содержать, короче. И вот скоро, по-видимому, будет такая проблема. И я думаю, что она не будет, потому что этих всех хикокомори соберут, короче, упакуют в какую-нибудь армию и отправят там на завоевание, условно говоря, Северной Кореи.
Так что действительно вот эта вот проблема, значит, с этими бездельниками в Японии, она тоже будет радикальным способом разрешена. И естественно, что вот сейчас два таких режима, наверное, три даже режима, если считать лукашенковский режим, то я так еще думаю, почему Лукашенко, ну, вот этих всех этих своих там начал выпускать, и они там начали, вот, да, надо с режимом там типа договариваться, что вот, типа, оторвать его от этой России, там, пятое-десятое. Ну, в этом есть определенное рациональное зерно, естественно, о том, что надо вот с теми элитами, значит, белорусскими, которые сейчас еще там так или иначе сидят, говорить о том, что, ну, Беларусь, она тоже обезлюживается, так скажем, да, из-за того, что ну, невозможно там работать фактически за эти белорусские рубли, потому что, ну, я не знаю, вот вы когда буряты перестали все в долларах считать, но я что-то помню, вот последний, помните, был такой тариф МТС 007, короче, да, это 007 цента, что-то это. А потом в какое-то время, ну, просто 2008-2009 год, однако, вот, ну, перестали там все в долларах считать, короче. То есть вот в рублях говоришь. И я вот это все забываю и со знакомыми белорусами иногда вот так говорю в рублях и так далее. Он мне говорит, ты мне не говори так. Я говорю, а я не знаю, какой курс белорусского рубля с этим, как его, с русским-то рублем. Он говорит, говори в долларах, тогда белорус поймет. А у них до сих пор, то есть вот заработал какую-то деньгу, побежал, поменял, короче, на доллары. Это у них как отче наш, короче. И, в общем-то, неплохой совет. И вам тоже могу советовать о том, что вот, если есть лишние деньги, короче, вот, ну, которые вы думаете куда-то инвестировать и так далее, лучше в валюту вложиться. Ну, а я вообще не советую ничего копить в Рашке, потому что если что-то произойдет, то, конечно, мало не покажется. Но, по крайней мере, на месяц, на два вы должны неприкосновенный запас продуктов иметь, консервов различных. И обязательно ствол, потому что для самообороны, короче, ствол патрона. Патронов в год можно, ну, по-моему, неограниченное количество покупать, короче, делайте охотничье удостоверение федерального образца, это все через госуслуги можно делать, проблем нет никаких. И нужно вооружаться, потому что, видите, вот этот мирные протесты, просто выйти на улицу и так далее, вас будут расстреливать. Расстреливать просто будут. И ведь, ладно, там вышли на протест, расстреляли и так далее. Так вас потом будут же еще и отлавливать по домам, поодиночке. А, естественно, они же не сунутся к вам, если они будут знать, что у вас там ружьишко лежит. И не только так, а что у всех ружья есть. Что и сосед возьмет, что надоедят ему вот эти менты всякие, парамилитарные группы, а он тоже стрельнет, например. И когда ты вооружен, ты уже защищенный. И это хорошая на самом деле инвестиция. И всем бурятам советую эту инвестицию сделать, пройти, значит, обучение, перестать употреблять алкогольные напитки, значит, снизить уровень потребления сахара, мучного различного и так далее, переходить на бурятскую диету. И обязательно своих старших, младших, значит, обучить стрельбе в тирах. Надо покупать легальное оружие. А нелегальное оружие, я думаю, должны, значит, вот эти вот бойцы СВО поставлять в ограниченном количестве, например. Поэтому насыщение, так скажем, надо сдать насыщение бурятской нации вот, стрелковым оружием, значит, пистолетами различного рода. Ну и, конечно, я думаю, что проснуться, значит, наконец-то начнет действовать закон Украины, который вот они там продвигали по поводу помощи, значит, и взаимодействию с порабощенными, значит, колонизированными народами. И я думаю, что, конечно, там откроем небольшой канальчик через Монголию. Хотя вот недавно информация пробежала вот такого публициста, по-моему, он бурятского происхождения, Баабар.
монгольского, он на русском языке дал пост о том, что, значит, арестовали какого-то монгольского пастуха, который, ну, зачем-то ездил в Рашку. Ну, видимо, фото какие-то делал, может, приграничной зоны там или еще что-то, короче. Те, видимо, у него проверили телефон, а зачем делал, а там туда-сюда. Ну, может, он за котом ездил, чтобы скот там забирать свой, который там же граница-то не демаркирована большей частью. И вот они, видимо, боятся, что насмотрелись моих видео о том, что я там регулярно посещаю Монголию и посещаю Бурятию, значит, пользуясь недемаркированной частью границы, да, и, видимо, решили там несчастного пастуха взять. А вы помните, что там была какая-то история по поводу, что, значит, когда шамана там где-то обследовали в Новосибирске или еще где-то, вдруг в Екатеринбурге взяли шамана Габышева якобы. Эта новость разлетелась, а там оказался наш псих этот бурятский. Он мне, Баирову, там всякие ролики записывал и так далее. Ну, человек больной психически просто, да. И вот он себя назвал просто, что он шаман Габышев. Значит, где-то по дороге шел, видимо, автостопом добирался до Москвы. И эти, значит, бравые полицейские его хватанули, короче, видимо, ну, нацисты русские типичные, видимо, две фотки сравнили, ну, видят, азиат, короче. Так они и меня бы за шамана Габышева приняли. Ну и вот, и забыл, как его зовут, ну, психически больной человек, не знаю, может быть, сейчас уже и умер, и погиб там в этих застенках, залечили его, может быть. Ну, в общем, стандартные те же самые вещи, короче. Если вас там, вы не понимаете о том, что мир сейчас стоит на грани, вполне вероятно, мирового конфликта, да, то вот все, что старое мироустройство было, и технологическое, и научное, и вообще все предприятие, оно сейчас исчезнет. Оно исчезнет вместе с Рашкой. И мы должны, революционеры и буряты, приложить все усилия для того, чтобы наш народ не исчез вместе с этим. Они же потянут нас всех за собой. И поэтому каждое утро, каждый день, каждый вечер вы должны говорить: Бурятия для бурят! Бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Вы должны мечтать о бурятском государстве. И от бурят только зависит, захотим ли мы жить в своем национальном суверенном государстве Бурятии от Енисея до Амура. Если мы это захотим, мы обязательно обретем суверенитет и независимость, полноту бурятской власти от Енисея до Амура. И все ресурсы, все вот эти значит, доходы, получаемые сейчас русскими, узурпаторами, они все пойдут на строительство бурятской нации. Программа «Бурятский миллион», программа «Бурятский 10 миллионов». Будем бурята размножать методом ИКО и в искусственных матках. Не надо смеяться, так будет быстро, в течение буквально 10-15 лет восполним потери, которые мы понесли за 20 и за 21 век. И будем жить в своем государстве, сыто, богато и процветающе. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Диктаторы будут уничтожены. Путин будет убит. Сатрапы Путина будут убиты и в Бурятии. Боритесь и поборите. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч, дорогие друзья и соратники.